Что делать, когда в бизнесе предал лучший друг? Как жить дальше и как теперь вообще верить людям? Дело в том, что деньги не подразумевают перемешивание с дружескими отношениями. Деньги отдельно, дружеские отношения отдельно. Если это деньги, то они требуют контроля, учета и того, что называется «доверяй, но проверяй». Можно верить человеку, доверять ему, прекрасно к нему относиться, но система контроля и проверки должна при этом работать. Если человека нельзя проверить, и вы ему доверяете, то никогда нельзя исключать шанс от того, что он по слабости или по злому умыслу, по корости вас предаст. И опять же, все зависит от человека. Если он верующий, если у него на первом месте душа, если он нравственный, если он может жертвовать, если он может простить обиду, если он не злопамятен, если он может договориться, пойти на компромисс, уступить, если он может уступать в мелочах, но в главном себя держит, то с этим человеком можно работать, сотрудничать. В принципе, если вас предал лучший друг, значит, это закономерно. Значит, вы позволили ему это сделать. Либо своим внутренним состоянием, либо своим внешним поведением. Либо вы забросили контроль и положились на другого, а это зависимость, а зависимость всегда наказывается. Либо это ваша внутренняя дисгармония. Скажем так, ваша внутренняя привязанность на уровне тела, духа или души достигла того уровня, что у вас могут погибнуть дети. Или вы можете погибнуть. Вы этого не знаете, у вас все идет благополучно, а смерть уже стоит за вашей спиной. Как вас спасти? Нужно разрушить вашу привязанность на уровне человеческого, на серьезном глубинном уровне. Не на уровне тела, потеря денег, не на уровне даже духа, неприятности по судьбе, а на уровне души. Это предательство близких, измены, обиды очень серьезные со стороны близких. Вот если вы здесь сумеете простить и понять, что каждый человек управляется Богом, а на Бога обижаться нельзя. Если вы сумеете эту обиду преодолеть, то, во-первых, вы очистите свою душу, и несчастье, как оно выглядит снаружи, окажется счастьем, спасением, хотя вы можете этого не понять. Поэтому, если обижают немотивированно, предают или обижают близкие люди, родственники или друзья, то в первую очередь это знак об очень серьезном вашем глубинном внутреннем неблагополучии. Вот отсюда и пишите. Ну а дальше научитесь разделять деньги и дружбу.